солнечной неделе словно ранняя весна, весьма непредсказуема. Всю неделю то мело, а вот сейчас идет мелкий дождь, но жители этой деревни Большие Лызи, что находится в Балтасинском районе, к развитию таких событий весьма подготовлены. То и дело только и восклицали: «Ишь ты, масленица!» Несмотря на все капризы погоды, то, что остается неизменным, это, конечно же, блины на масленицу. И в каждой деревне знают, где готовят самые вкусные блины. Вот говорят, что в этом доме у тети Поли они получаются лучше всех. Давайте мы узнаем и попробуем. Ой, тетя Поля, здравствуйте. Спасибо, и вас тоже. Спасибо. Спасибо. Сейчас, наверное, многие уж и не помнят, что такие печки-то были раньше, да? Ни у кого нет сейчас в деревне. Ни у кого нет? Нет. А вы почему оставили? Потому что мы сами это ложили. Ага. Муж уже нет на той свете. Ага. То есть муж делал сам, да? Муж вдвоем. Это как память? На память оставляю, никому не дам это. Ломать. Ломать. Да. Ага. Добрый день тому, кто в этом дому, старому, молодому и Богу святому. Здравствуйте, дорогие гости, проходите. Яблок гордо, яблочно гордо, вам йоси. Яблок гордо, яблочно гордо, вам йоси. Снег белый, а у меня платок еще белее. Ага. Да. Яблоки красные, но у меня щеки еще краснее. Скажите, ну а вообще о чем пел вот удмуртский народ? Что это за песни были? Пели уж во всем о том, что жизненно. О жизни, о любви, о природе, наверное, о деревне. Когда сажались за стол, без песни никогда не обходилось. Всегда пели любые песни. Ну, это как бы предки наши. Культура, предки. То, что это мы, это мы. Да. И потом это передать, чтобы дети передать любили нашим свою детям. землю. Все, вот то, что есть, то, что они уважали, любили, знали. Если это не передастся детям, мы не передадим. Это уже никто не сделает. Да, никто. Да. Но у нас в деревне, вот если живут все национальности, они знают и русские песни, и удмуртские поют, и татарские. И они татарские песни тоже знают. Разговариваем на 3 языках. Как хорошо. На 3 языках. А татарские песни не знаете? 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 Давай попробуем споем. Ну, Давай. Матурка зварнейшая тасы, ерегini yanıların ağlamışsız. Матурка зварнейшая тасы, ерегini yanıların ağlamışsız. В этой деревне есть еще одна добрая традиция. Именно на Масленицу народ огибает деревню на лошадях с вестью о том, что зима наконец-то уходит и приходит весна. Не так ли, Владимир? Да. Ждете? С каждым годом мы эту зиму хотим проводить с добром. И вот встречаем весну. Надеемся на хорошую весну, добрую. Добрый, Чтобы хороший. нас тут не унесло водой. А, половодье, значит, сильно бывает, да? Бывает.
народ-то какой здесь? Очень добрый, душевный. Все друг за друга. Ну, говорят, что вот только вот клуба вам не хватает, да? Раньше Новый год там все встречали, дети приходили. Дед Мороз, 8 марта, я еще выступал, маленьким был, бабушкам чаепитие делали. Сейчас нету, все. За своих обидно? Обидно. За матерей, за бабушек. Ладно, молодежь, может, это не понимает. Ну вот, за старших обидно. Глядя на этот обряд, всегда испытываешь двоякое чувство. С одной стороны, разум говорит, что огонь – это символ новой жизни, огонь – это символ надежды. Но с другой стороны, где-то в душе всегда жаль эту соломенную бабу, которой сегодня говорят «прощай». Эльзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней.